яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех вас, отцы, братья и сестры, поздравляю с воскресным днем, с праздником жен мироносец. Если мы с вами внимательно посмотрим не на историю христианской церкви, а вообще на мировую историю, то мы с вами увидим, какой раздел проходил в то время между полами. Женщина в языческом мире, женщина в иудейском мире считалась неполноценным существом. Нельзя было женщине сидеть, обедать вместе с мужчиной. В иудаизме была молитва, которую по утрам читал каждый правоверный. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты сотворил меня мужчиной, а не женщиной». Для того, чтобы жениться на другой, мы читаем в Евангелии, нужно было просто дать разводное письмо. Причины любые. Пересолила суп. Все, я тебя меняю. Вот это же самое у нас с вами в мире осталось. Где? В тех странах, где не приняли христианство. Это иудаизм, это мусульманство. В мечетях женщин мы не видим. Они молятся дома или только в специальных где-то местах. Почему такое отношение было к женщине? Потому что весь мир знал о том, что произошло в раю с людьми, о том, кто был первым виновником грехопадения Адама. Но вот приходит Христос на землю, и его окружают женщины. Вот это было уже непонятно тем людям, которые жили в то время, книжники, фарисеи, саддукеи. С женщиной нужно было как можно меньше разговаривать, даже мужу. Такова была установка. А здесь они все теснят Господа. А одна из них, это вообще преступница. Ее нужно было сразу побить камнями. Она в нечистоте подошла и прикоснулась вот к божественному учителю. И он ее простил, даже показал высоту ее веры. Что же такое стало твориться? Почему вот этот учитель из Назарета поменял все? Дело в том, что женщина была неполноценной в результате грехопадения. Господь пришел и уничтожил этот прародительский грех. И женщина стала опять такой, какой она была в раю. И даже более того, в Евангелии нам говорится о качестве любви одних и других, апостолов и жен мироносец. И те, и другие были рядом, но одни были более приближены, а даже некоторые из них были с Христом на самых ответственных рубежах. Гора Преображения. Не все апостолы, только несколько. Трое избранных, которые видели все чудеса, а жены мироносицы не видели. Но вот наступает самый тяжелый момент в жизни Бога человека.
И мы видим, апостолы смутились, испугались и покинули своего Господа. А женщины не покинули. Почему? Ответ на этот вопрос дают многие наши святые угодники Божии. В частности, наш с вами любимый святой, святитель Лука Крымский, воин Есенинский. Он пишет, что вера делится на две категории. Есть умственная и сердечная. Умственная вера легко уязвима. Вот уму брось какую-нибудь ложную информацию, и ум смутился. Вера сердечная – это возвышенная вера. Этой верой именно мы приступаем к Богу. Эту веру имели жены мироносицы. А апостолы более рационально, умственно постигали своего учителя. А ум не может вместить божественных словес до конца. А женское сердце смогло вместить, особенно в лице Божией Матери. Стояла у креста молча, страдала, но помнила и знала, что после этого наступит воскресенье. Жены мироносицы не ведали, но вместе с тем они утром идут к гробу и не боятся того, что их там могут поймать, посадить в узы, предать какому-то наказанию. Почему? Вот что может быть сильнее страха? Страх, мы знаем, что это некое чувство, которое вложил в нас Господь. Это инстинкт самосохранения. Но вдруг этот инстинкт перестает работать. Что может быть сильнее страха? Любовь. Когда мать любит своего ребенка, то для нее не существует понятия огонь или вода, или автоматы. Она идет на все. Вот такими и были жены мироносицы. И вот эта сердечная вера, она легче принимает то, что не соответствует логике. Вот это воспринимается легче сердцем. И жены мироносицы увидели первыми Христа, потому что они были самыми верными, потому что их вера горячее, потому что они были способны вместить, прийти и рассказать апостолам. А те были слишком, как сейчас выражаются, зашоренными. И вот Учитель Божественный, Господь наш Иисус Христос, Он был особо воспринят женщинами. Они почувствовали в Нем изменения. Он их не гнал. Они были рядом с Ним. Для них Он был особенным учителем. И вот мы с вами вспоминаем этих женщин. И не только их. Мы вспоминаем всех тех женщин, которые служили и сейчас служат Христу. Вот это и называется мироносица. И дай Бог, чтобы каждая женщина, подражая тем мироносицам, несла не только в рукотворных сосудах драгоценное мира для своего божественного учителя, чтобы каждая женщина несла в своем нерукотворном сосуде, в сосуде своей души, драгоценное мира для Господа. Это вера, надежда и любовь. Это наши добродетели, потому что именно наши русские женщины, как никакие другие в мире, смогли победить страх,
перед самой страшной государственной машиной. Когда любое слово в защиту веры могло быть наказано не тюрьмой, а самой смертью. И вот их вера была выше смерти, выше страха смерти. Вот такова наша вера. Наша вера через апостолов дошла до самый тяжелый век для России, до 20-х. И в этом веке победило государство, атеизм, страх, смерть в лице хрупких женских сердец. И вот как святитель Лука говорит, праздник жен мироносец, это праздник женских сердец. Я бы сказал, это праздник русских женских сердец. И, конечно же, атеизм сделал свое дело. Смогли даже женские сердца оторвать от Господа. И мы с вами это свидетельствуем вот тем, сколько людей стоит в этом храме. Для меня, конечно, это было удивительно, потому что даже на том далеком острове Сахалине гораздо много женщин в свой праздник приходят в храм. Мужья их поздравляют, дети им дарят подарки, цветы. Вот этот настоящий женский день. Я надеюсь, что мы с вами вместе сможем преодолеть вот это последствие страшной катастрофы атеизма, которая, эта катастрофа даже изменила часть не только мужских, а даже самых сильных женских сердец. Но, слава Богу, не всех. И женщины стоят в храме, женщины молятся, женщины несут Слово Божие. Если бы не было наших русских мироносец, я бы не стоял здесь среди вас. Если бы не молитва и учение моей бабушки, моей матери и других женщин, вот именно они способствовали тому, что вот этот маленький ребенок усвоит то, что говорят в школе, это ложь. Вот жестко, хлестко и правильно говорила моя бабушка и моя мать. И для меня это было самым главным. И я знал, что через это нужно пройти. Октябрята, пионеры, комсомолия, все. Но веру свою нужно донести. Мне осталось чуть-чуть, говорила моя бабушка. Я уже ухожу с этой жизни. Ты будь настоящим мужчиной, значит, настоящим христианином. Неси веру, чтобы не смогли тебя сломать. Вот эти слова наших бабушек, они запечатались глубоко на скрижалях нашего сердца. И дай Бог, чтобы и слова тех молодых девушек, которые сейчас живут, но они также придут в состояние старости, чтобы они были такими же сильными, сердечными, чтобы они могли отпечатать на скрижалях сердец вот того поколения, которое сейчас здесь приносится на исповедь в виде младенцев, чтобы отпечатались эти главные высокие истины. Благодаря им будет жить этот человек. Семья, самое главное, государство наше русское. Я всех вас еще раз поздравляю с этим великим праздником. Дай Бог, чтобы все больше и больше нашей веры было в наших с вами сердцах. Христос воскрес! Воистину воскресе!